Говорит и показывает Москва. 10 ноября 2020 года в легендарном отеле «Националь» состоялась встреча между оргкомитетом форума «Голос Евразии. 21 век» и кандидатом в президенты Кыргызстана Адаханом Мадумаровым. Да, ваш знакомый Михалков здесь тоже, кажется, останавливался. Вы знаете, его передача «Бесогон». И вот мы вместе видим, да. Это я с удовольствием смотрю. Уважаемые зрители, сегодня в легендарном отеле «Националь» мы рады принимать в гостях замечательного гостя из Киргизии, будущего кандидата в президенты Киргизской республики, лидера партии «Бютун Кыргызстан» Адахана Кимсанбаевича Мадумарова. Здравствуйте. Доброе утро. Мы хотели бы в рамках такого полуофициального разговора выяснить о ваших планах пребывания в России, о ваших взглядах на политическую ситуацию и на ситуацию киргизско-российских взаимоотношений, потому что, конечно же, внимание и российской общественности, и журналистов приковано, в частности, к выборам, которые будут проходить в вашей республике в январе следующего года. Но для начала, что называется, для разбега, хотелось бы поинтересоваться следующим моментом. 8-9 ноября, насколько мы знаем, в Киргизии празднуется такой государственный национальный праздник Дни истории и памяти предков. Вот какое смысловое государственное значение этого праздника вкладываете вы и, соответственно, как понимают его граждане Киргизии? Спасибо большое. Этот праздник для нас это исторический, без преувеличения. И тем более как раз этот закон в Трудовом кодексе, где отмечаются государственные праздники, реестр государственных праздников, принимали тогда, когда я был председателем комитета по социальной политике и по делам ветеранов и средств массовой информации. Эту идею предлагал покойный бывший первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, член Политбюро ЦК КПСС Масалиев Авсамат Масалевич. Мы были в одной фракции и предложили, чтобы 7 ноября отмечали как День Великой Октябрьской социалистической революции. Этот праздник так и назывался до 2010 года. А в 2010 году, после известных событий, решили переиначить, как вы сейчас назвали. А для меня этот праздник как День Великой Октябрьской социалистической революции, которая дала для нашей страны колоссальные возможности, колоссальный рывок из феодальной капиталистической страны. Насколько подходит слово капиталистический, я не знаю. Социально разобщенного строя перешли в социалистическую систему ведения хозяйства. Это для нас великий праздник, потому что как народ, как государственность образовалась именно после Великой Октябрьской социалистической революции. Многие историки сейчас спорят, а была ли вообще государственность, 5-е, 10-е. Сейчас дело не в этом, мы не будем спорить, а в том, что именно после этой революции Кыргызская республика стала как бы суверенным субъектом Великого Советского Союза. Это гордость. А народ воспринимает этот праздник, особенно вот старшее поколение, с теплотой и душой. Они по-своему отмечают. Как мы раньше отмечали, лет 40 назад или 30 назад, точно так же и отмечают. Есть разные мнения, особенно среди молодежи. Но для нашего поколения и более моложе поколения это великий праздник. Скажите, а какого национального героя, исторического деятеля в Киргизии знают все, уважают все и почитают? Вот могли бы вы рассказать нам? Ну, безупречным для любого кыргызского человека есть, был и остается это Манас. Манас великодушный. Кстати, памятник тоже поставили в Москве к Манасу. Манас – это великая эпопея. Это достояние не только кыргызского народа, но и, мне кажется, всего человечества. Он вошел в книгу рекорда Гиннесса как самый объемный эпос. Она 40 раз больше, чем
«Илиада» и «Одиссея», 20 раз больше, чем известный индусский эпос «Махабхарата», и первое место занимает в мире. Это более 500 000 строк. И последний магикан, последний монастырь из великих плеяд, это Саакбай Каралаев, которого считали Гомером 20 века. Вот этот личность Манаса является для кыргызов как бы единым таким центром, который притягивает всех. Скажите, вот учитывая ваш опыт, как бы сейчас сказали, топ-менеджера в управлении в свое время государственной телерадиокомпании Киргизии, как вы оцениваете моменты, связанные с информационным освещением современным российско-киргизских взаимоотношений? Может быть, чего-то не хватает? Может быть, нужно каким-то образом пересмотреть? Вот ваше мнение. Много чего не хватает. В первую очередь не хватает простого общения, простого информационного, единого информационного пространства. Когда я был вице-премьер-министром, потом государственным секретарем Кыргызской республики, по своей инициативе проводил Дни культуры Кыргызской республики в Пензенской области. Известным губернатором Василием Кузьмичем Бочкаревым, мной очень уважаемый человек. И потом через некоторое время проводили Дни культуры Кыргызской республики в Свердловской области с Эдуардом Эргардовичем Росселем, тоже блестящий руководитель, великолепный администратор. Я очень с большим уважением отношусь к этим людям, они губернаторы, которые действительно в столь тяжелое время для регионов оказались во главе областей, регионов, и они поднимали, действительно. Но дело в том, что когда мы приезжали, это национальная филармония, это наши известные певцы, оперные, фольклорные певцы, они стоя встречали, стоя аплодировали. Я до сих пор помню перед моими глазами, когда я выступал в Пензе, зал стоя слушал, и, знаете, вот бабушки прослезились и говорили: мы соскучились по вас. И потом быстро пошла такая идея проводить фольклорные фестивали на берегу озера Сонгколь. Это озеро уникальное, над уровнем 3000 метров, это высоко в горах, там, где эдельвейсы растут. Красота. Неописуемая красота. И из Пензенской области приехала группа, ансамбль «Миряне», это казаческая группа. А я все переживал, как на равнине и такая высота, 3000 метров, они выступили, и более того, они заняли первое место. И у них была мотивация, говорит, первое место – это приз. Они говорят, знаете, дополнительно мы бы хотели что? 2 дня побывать на Иссык-Куле. И мы это сделали. То есть народ соскучился, а потом миряне давали большой концерт в Бишкеке. Многие опасались, что будет ли публика там. А я вам скажу, что не то, что там внутри зала, и перед театральной площадью народу было полно. И аншлаг, это неописуемая, скажем, знаете, вот эта вот тоска, и действительно соскучились. И они прямо на площади, центральной площади Алато, давали концерт, вынуждены были, а там десятки тысяч. Вот это и есть тяга, то, о чем вы говорите. Если бы было у нас единое информационное поле, мы друг другу больше рассказывали бы, нежели там, что происходит в африканских странах или там в других. Мы бы сближали народ, потому что ничто так близко не сближает и быстро, чем культура. И это при том, вы говорите, что в Киргизии все метровые каналы российские принимаются в свободном доступе. Абсолютно. Да? И без всяких каких-то там заслонов. У нас прямое вещание. Вот, пожалуйста, Первый канал, Россия-24 информационный канал, и РТР, ВГТРК и другие, даже областные каналы. Уральские каналы, все принимаются, я вам скажу, что контент огромный и спрос большой. Говоря о культурной составляющей наших взаимоотношений, как вы оцениваете возможность в следующем году проведения в евразийском формате форума «Голос Евразии. 21 век» в Кремле с участием Киргизии? Какой голос Киргизии, по-вашему, должен быть на этом форуме? Как он должен воплотиться, в чем? Может быть, в выступлении коллективов, известных исполнителей, политиков? Вот немножечко можно пофантазировать в хорошем смысле этого слова.
Я, если вы позволите, не буду фантазировать, я буду просто видеть реальность вот, в будущем. Безусловно, колорит кыргызской культуры и колорит российской культуры. А российская культура – это от Азии до Европы, от Запада до Востока, необъятная страна и правильное название «Голос Евразии». В этом голосе, знаете, мне кажется, что они будут звучать в унисон, потому что силу в ментальности, силу восприятия, мироощущения, миропонимания у нас практически один и тот же, одна и та же сфера, одна и та же культура, одна и та же философия. И в этом смысле я буду горд и рад, если это мероприятие состоится. Потому что мне кажется, что народ Кыргызстана изголодался не в каком-то там в плане, а именно в плане духовной составляющей. И нравственная составляющая должна выходить вперед. Потому что мы в последнее время говорим только об экономике, а экономика без нравственности, без духовности, она ничто. Абсолютно согласен с вами. И первичное должно быть нравственная составляющая, вот это вот духовное, исторические узы. И вы задали вопрос, каким вы видите. Мне кажется, что я вижу огромный потенциал. Я хочу выразить благодарность всем тем инициаторам, которые собираются проводить такое мероприятие. Я со своей стороны, в свою очередь, могу заявить вполне ответственно, что я готов, где потребуются силы, советы, потому что мы проводили в свое время такого рода мероприятия, и мы готовы. И было бы очень хорошо, если такие мероприятия проводились бы в каждом государстве, странах СНГ, по очередности. Это был бы большой праздник для народа. Ну, оргкомитет «Голос Евразии. 21 век» с удовольствием и с большим вниманием примет опыт ваш и ваших коллег в организации этого мероприятия. Переходя в плоскость политических вопросов, конечно же, вспоминается ваш политический опыт и вес и на посту спикера парламента Киргизии Жогорку Кулкенеши и, соответственно, госсекретаря, когда вы исполняли эту должность, занимали эту должность в Киргизии. Как бы вы сейчас, как опытный политик, охарактеризовали политическую ситуацию в Киргизии и, самое главное, какие факторы влияют на эту ситуацию сейчас? В первую очередь мы тогда пытались унифицировать законодательную базу. Унифицировать, и не зря как раз Кыргызский кодекс, трудовой кодекс был выбран как модельный для стран СНГ, вот межпарламентская ассамблея. Каждая страна разрабатывает великолепные, хорошие, соответствующие сегодняшним требованиям законопроекты. И не надо выдумывать, придумывать велосипед. Чем больше у нас будут такие базовые законы идентичные, унифицированные, тем легче будет дышать наши предприниматели, наши сельхозпроизводители, наши люди творческие. Мы в каком году? В начале 2006 году подписали соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. До того Михаила Ефимовича Фродкова я хочу выразить благодарность, пользуясь случаем, он был премьер-министром, а я как вице-премьер и в роли премьер-министра подписывал это соглашение в городе Душанбе. До этого кыргызские дипломы не признавались на территории Российской Федерации. А у нас очень многие специалисты в силу всяких причин переехали в Российскую Федерацию. И они были вынуждены еще раз переучиваться и сдавать экзамены и получать дополнительные документы. А после того, как мы подписали это соглашение, кыргызские дипломы признаются на территории Российской Федерации, как и дипломы высших учебных заведений Российской Федерации. Это была огромная поддержка и колоссальное, скажем, продвижение вперед в направлении сближения двух государств. Вот такие очень серьезные и в то же время мелкие вопросы, они дают колоссальный импульс друг другу, чтобы они двигались в одном направлении.
И российские школы, русские школы в Кыргызской республике сегодня действительно нуждаются в учебниках. Именно в стандартном, в понимании этого слова, чтобы стандарты были единые. Ведь только недавно привели в единый, скажем, мы с вами как историки, да, чтобы и в любом субъекте Российской Федерации история российского государства обучались как бы единым стандартным образцам, и чтобы интерпретация каких-то там исторических моментов, да, то же самое Куликовское поле, или там Ледовое побоище, или другие, но интерпретировались по-разному. Кто во что был горазд. Писались, скажем, несколько видов истории российского государства. Но есть основания, скажем, Карамзина, Соловьева, да? Вот на этой базе писалась, академической базе писалась история, но не в интерпретации. Если вот такие учебники появятся у нас в Кыргызстане, мы совместно будем разрабатывать эту политику, это будет огромный плюс для сближения, для единения наших граждан. А в будущем я хочу вообще поднять вопрос, впервые в истории Кыргызской республики, о двойном гражданстве, чтобы придать кыргызским гражданам гражданство Российской Федерации, граждане Российской Федерации возможности получить гражданство Кыргызской республики одновременно. Я думаю, что это будет большой-большой плюс для наших граждан. Адакан Камсанбаевич, очень отрадно и приятно слышать то, что вы рассматриваете, скажем так, политические вопросы в совершенном русле прикладных каких-то дел, да? Да. Чувствуется ваш опыт и хозяйственника, и самое главное, то, как вы правильно расставляете акценты на сближение России и Киргизии, на интеграцию. И все же, говоря о основных сейчас тенденциях в политике, основная политическая повестка – это все-таки выборы в январе. Вот немножечко об этом. Как вы оцениваете ситуацию в Киргизии сейчас? Ну, к сожалению, я бы хотел, чтобы история развивалась эволюционно. Революционные пути решения любого вопроса не всегда есть хорошо. Я сторонник эволюционного развития. И, естественно, противник решения вопросов любого характера, политического, экономического, другого характера, путем применения насилия. Категорически противник. Но раз так случилось, для нас неожиданно, это требование Конституции Кыргызской Республики. Если президент Кыргызской Республики досрочно подает в отставку, то в течение 90 дней должны проводиться внеочередные президентские выборы, что выпало на 10 января следующего года. Безусловно, это воля и решение народа будет, кому быть, кому стать руководителем республики на ближайшие 6 лет. Это решать народу. А в свою очередь, я бы хотел, чтобы от этих выборов не выиграл кандидат какой-то, а выиграл народ, выиграло государство, выиграла страна. Любого рода амбиции политиков, она должна служить исключительно в интересах государства, в интересах народа. Вы можете задать такой вопрос, что а остались ли вообще такие политики? Я могу твердо сказать да. Есть такие политики. И теперь воля народа. Скажите, а вот партия, которую вы создавали с вашими коллегами Бүтүн Кыргызстан, она сейчас, скажем так, в активном политическом поле Киргизии, она существует, да, по-прежнему? Безусловно, мы недавно во время парламентских выборов, по итогам как раз и произошло то, что происходит по сегодняшний день, по всем социологическим опросам мы занимали первое место. И это единственная партия, которая оказалась оппонентом, была оппонентом, причем непримиримым, а именно в конструктивном плане непримиримым. Мы прошли в парламент. Несмотря на то, что мы прошли,
я как лидер партии заявил на площади, что итоги выборов не признаем. Почему? Потому что на каждом шагу были грубейшие нарушения и Конституции Кыргызской Республики, и Конституционного закона о выборах парламента Кыргызской Республики. Поэтому для нас был не важен мандат. Для нас важен, мы должны научиться жить по закону. Нравится этот закон или не нравится, это второй вопрос. Но законы, они должны исполняться. Они должны, законы, любой гражданин, начиная от президента до простого гражданина, должны подчиняться, научиться. Но, к сожалению, сегодняшняя группа, которая считает себя властью, очень грубейшим образом попирает Конституцию. Они даже законом или там указом приостановили действие некоторых статей Конституционного закона. Это считается грубейшим нарушением. И мы, как политическая партия «Объединенный Кыргызстан», жестко стоим и каждый день призываем, чтобы они вернулись в конституционное поле. Если ты хочешь от кого-то что-то требовать, ты должен соответствовать этому требованию. Некоторые идеологи современные говорят, мы чуть-чуть нарушим закон, а такого не бывает. Нету такого понятия, что мы чуть-чуть нарушим, а потом все станет на свои места. Ничего подобного. Если ты чуть-чуть нарушил, то уже никогда не справишь. Надо вернуться все-таки в правовое поле, чтобы нас признали наши ближайшие соседи, ближайшие наши, скажем, партнеры. Это в первую очередь Организация договора о коллективной безопасности, Евразийское экономическое пространство и Союз независимых государств, сотрудничество независимых государств. Поэтому какая бы власть ни была, она должна научиться вести себя цивилизованно. Скажите, а процесс регистрации кандидатов, он уже начался или это еще вот ближайшая перспектива кандидатов в президенты? Да, идет процесс после объявления, значит, в течение 3 дней должны определиться. Те, которые заявляют, что они пойдут на эти выборы, должны решать соответствующие организационного характера вопросов. Идет процесс. И до 19 декабря должны завершиться все подготовительные мероприятия, в том числе и сбор подписей, и регистрации кандидатов, и фонд, избирательный фонд, и залог кандидата. Все в соответствии с графиком, который опубликовала Центральная избирательная комиссия. И, соответственно, вы, как лидер партии, также будете принимать участие в регистрации как кандидат? Я первым заявил, но только не от имени партии, а как самовыдвиженец, потому что партия, безусловно, это огромная сила, но глава государства не должен принадлежать никакой политической партии. Он должен стать лидером всего народа, любой, независимо от политических, религиозных, национальных, пятых-десятых пристрастий. Он должен быть одинаковым для всего народа Кыргызстана, всех социальных слоев. Скажите, пожалуйста, вот на ваш опыт, на ваш взгляд, ощущается ли в среднеазиатском регионе в целом и в Киргизии в частности все-таки какие-то внешнеполитические факторы, которые, возможно, препятствуют нормальным взаимоотношениям России и Киргизии? Ощущается ли пресловутое западное влияние на умы части политиков и части электората? Вот если да, то в чем это выражается? Она, безусловно, Кыргызстан живет ведь в мире, где, безусловно, сказываются всякие политические, экономические взаимодействия с любыми странами. Сегодня в современном мире ни одна страна не может быть изолирована. Не может жить. А влияние глобализации в любом случае чувствуется. Но при этом руководители на то и руководители, чтобы они выбрали правильный вектор развития. Мы всегда говорили, ну, к сожалению, знаете, от того, что ты с утра до вечера говоришь халва, во рту слаще не станет. Сколько бы ни кричали, что наши стратегические партнеры пятые, десятые, но ты в глубине души сам уверен в этом? Хорошо, ты заявил, ты продекларировал это, а как твои действия будут соответствовать твоим словам? Ведь недоверие к власти не только есть со стороны народа, но и со стороны наших партнеров. Нестабильность, не сдержать свое слово.
не соответствовать тем обязательствам, которые мы взяли перед нашими партнерами, это все наносит большой урон для имиджа страны. И в этом плане мы должны четко соблюдать и должны выполнять те обязательства, которые брали перед нашими партнерами. Движение никогда не бывает одностороннее, оно должно быть двухстороннее. Как ты двигаешься, так и будут ответы. У кыргызов есть очень хорошая пословица, там, как ты поздоровался, так и будет здороваться с тобой. Именно исходя из этого мы должны соответствовать этим параметрам. Это очень мудрая мысль, на самом деле. Мне очень понятно, что вы хотите этим сказать. Адахан Кимсанбаевич, скажите, пожалуйста, а вот и как лидер партии, и как будущий кандидат непосредственно в президенты, насколько мы понимаем, вы приверженец евразийского вектора развития взаимоотношений среднеазиатских государств России, потому что сейчас достаточно много ваших коллег, политиков первой величины, воспринимают евразийский вектор как некую здоровую альтернативу кризисным взаимоотношениям политическим на Западе. Вот ваша позиция по евразийскому вектору развития. Евразийский вектор – это не наш выбор, это выбор наших предков. А те люди, которые ответственно заявляют, что они готовы брать бразды правления, они должны подчиняться воле наших предков. Никакая политическая конъюнктура не должна и менять позиции какого-либо политика. Это, как у нас среди кыргызов говорят, то, что завещал отец, дед, это выше, чем Конституция. А завещание наших предков – быть всегда с Россией. Но при этом не всегда надо выпрашивать что-то там. Ты что готов сделать для этого? А вот постоянно протянутой рукой ходить – это не делает чести. Мы же не инвалиды. Мы самодостаточная страна со всеми возможностями. Потенциал огромный. И людской потенциал, и научно-культурный потенциал, и энергетический потенциал. Огромный. Но почему не развивается? То есть есть все предпосылки того, что Киргизия и Казахстан могут стать локомотивами в среднеазиатском регионе как раз вот этого евразийского вектора развития, да? Объединительным фактором в любом случае для любой страны, постсоветских стран, является Россия. Не только постсоветских стран. Сегодня уже в глобальном мире все больше и больше устремительное движение именно в направлении Российской Федерации. Я еще раз говорю, я сюда вкладываю абсолютно прагматичные, не политический конъюнктурный смысл этого слова. Нет, это прагматизм. То есть то, что обусловлено историческим эволюционным развитием, как я вас понял. Именно. Я не зря говорил, что наши предки завещали нам быть вместе. Значит, поколения должны свято чтить завещания наших предков. И надо держаться вместе. Я еще раз говорю, политическо-конъюнктурные смыслы не надо вкладывать в вот эти вот дружбы. Дружба не бывает в одностороннем порядке. Я еще раз говорю, дружба, исходящая из потребностей, это уже не дружба. Это меркантилизм. Дружба, она должна быть, исходить из сердца. Она должна быть настолько чистой и настолько правдой. Если ты где-то там пострадаешь, ведь не обязательно надо какую-то выгоду искать от своих друзей. Мы в свое время говорили, почему в международной политике очень часто не совпадает или не оказывает поддержку Российской Федерации. Почему? Да потому что не по зову души, не по зову сердца некоторые делают безответственные заявления, говоря и обещая что-то там именно в интересах того периода. Нет, у нас вековая дружба, и она должна оставаться. И не должны подписывать какие-то бумаги для того, чтобы подтвердить, мы с вами партнеры. Нет, я еще раз говорю, нет. Одно слово, оно должно быть дороже, чем 1000 бумаг.
Да, это поистину такой подход восточной мудрости. Очень приятно это слышать. Правильно ли мы понимаем, что свыше 500 тысяч киргизов стали гражданами уже Российской Федерации, проживают постоянно в России, но при этом они не прекращают своей связи с исторической родиной и влияют во многом, в том числе и на электорат в Киргизии? Вот немножко о диаспоре. Ну, насчет того, что более 500 тысяч, точную цифры ни Российская Федерация, к сожалению, ни кыргызская сторона не знает. То есть статистики такой точной пока нет. Да, в свое время, когда был руководителем федеральной службы, миграционной федеральной службы там Рамадановский, мы пытались все-таки точно определить количество кыргызских граждан, которые получили гражданство в Российской Федерации. Если даже они получили, это не трагедия. Почему я говорю, что надо обязательно поднимать вопрос о двойном гражданстве? Насколько они влияют на события, которые происходят у нас в Кыргызстане, они имеют колоссальную, скажем, силу воздействия. Они влияют, безусловно влияют. Ведь родственные связи у кыргызов, слава Богу, хвала Аллаху, очень-очень архаичны, как некоторые говорят. Это не архаичные, это как раз те связи, которые сохраняют до сих пор оставаться кыргызом. Независимо от национальности, я вам скажу. Русские, которые проживают в Кыргызстане, они больше, некоторые больше кыргызы, чем некоторые сами кыргызы. Ведь я в 2007 году говорил, что, возможно, некоторые кыргызы больше русские, чем русские, которые проживают в России. Вы можете понять смысл этого слова? Абсолютно могу, потому что очень много исторических деятелей, политических деятелей культуры на протяжении всей истории России были кровно не русскими людьми, но при этом они составляли и составляют честь нашего государства, поэтому мне вполне понятна ваша фраза. Да, и вы знаете, это, как в свое время говорил Задорнов, покойный Михаил Задорнов, говорил, что советский человек, это в первую очередь русский человек, он говорит, что если заходит в какую-нибудь комнату, он говорит не души. Американец заходит, говорит nobody, нет тела. Они ищут тело, а мы ищем душу. Это колоссальный смысл, который вложил вот эти вот понятия душа и тело. Что первично, душа или тело? Мы сегодня, как государство, имеем форму. А чем будем заполнять и какую душу будет иметь эта форма, это тело, уже зависит от нас самих. Можно заполнить какими-то там другими ценностями, какими-то стандартами другими. А можем заполнить теми ценностями, которые веками, да, столетиями были в наших взаимоотношениях. Да, благо, что они есть. Они есть, слава Богу, есть фундамент, есть каркас, но только надо заполнять. Но, к сожалению, сейчас из разных окон, много окон, оттуда выливают разные какие-то там ценности, да? Кто-то европейские, кто-то там азиатские, кто-то там религиозного характера. Трагедия заключается именно в этом. Надо вовремя закрывать окошки, пусть даже она прорублена в направлении какого-то государства. Да. А какой-нибудь мир. Ведь сейчас помнится как раз слова Мухтара Шаханова, как мы радовались, говорит, ох, мы теперь будем включаться в европейскую цивилизацию после распада Советского Союза. А как мы быстро поняли, что эта цивилизация оказалась европейской канализацией. Ведь мы же жили, практически был симбиоз. Симбиоз кыргызской культуры, симбиоз славянской, русской культуры, симбиоз советской культуры. Это было настолько гармонично. И давало колоссальный эффект. Безусловно. Вот кыргызское чудо в области кинематографии. Вот кто бы мог сказать, что молодой человек, родившийся в кыргызских селах, мог в течение 17 лет быть главным
солистом Мариинского театра. Это Болот Мингжилкиев. Был конкурс на исполнение роли Бориса Годунова. В опере Бориса Годунова был конкурс из 15 союзных республик. Какие глыбы принимали участие на этом конкурсе? А выиграл Болот Мингжилкиев. Он исполнил арию Бориса Годунова в опере Борис Годунов. Потрясающе, интересно. Я не знал об этом. Да, и он оставался в течение 17 лет в Мариинском театре. И посмотрите, 5 раз подряд выигрывать в Московском кинофестивале первое место за лучшее исполнение мужской роли. Это Сюйма Кулчокморов. В области кинематографии считанные люди, не только в кыргызской культуре, но и в Советском Союзе, были люди, которые были удостоены в государственной премии. Одним из них является как раз Болот Шамшиев, близкий друг Никиты Михалкова, Кончаловского. Ведь Кончаловский как раз дал дорогу, открыл дорогу говорить именно киношным языком произведения Айтматова. Это первый учитель. Это тандем Кончаловский и Аримбасаров. Да. Что выдало? Ведь советский экран в журнале написали, что 5-я вершина Сюйма Кулчокморова. Это кыргызское чудо, это 70-е годы. А в области науки, а в области сельского хозяйства? Кыргызская республика уже 80-е годы была аграрно-индустриальной республикой. Это колоссальный прорыв. Но, к сожалению, все эти позиции мы потеряли. Но при этом, несмотря на, конечно, негативные моменты, в Киргизии сохранены русские школы, и вы нам сказали, что русская диаспора одна из крупнейших, да, до сих пор? Да. Крупнейшая, она 3-я по численности, там, если не считать кыргызов. А так, если она 2-я по позиции. Это огромное количество русского общества, там и белорусское отдельно, берегиня, украинское отдельно, польское отдельно, поэтому имеет очень большой, вкладывает до сих пор. Ведь разноцветие, многонациональная культура, межконфессиональная, это дает колоссальную мощь для любого государства. Политика изоляционизма никогда до добра не приводит. Великолепный мыслитель, поэт Барпы, у нас есть такой Барпы, поэт-философ, говорил: Алато, гора Алато, не будет столь красивой, если там не будет разноцветия. А это просто неописуемая красота. Тогда, когда есть цветы красные, синие, зеленые, желтого, да, это многоцветие. То же самое, как государство. Многонациональное государство, оно сильнее, чем мононациональное. Есть стимул, есть какие-то мотивации для того, чтобы развиваться. А для этого должно быть соперничество в хорошем, добром смысле этого слова. Адахрам Александрович, у вас есть сейчас все шансы для того, чтобы еще раз обратиться и к российской общественности, и к русской диаспоре в Киргизии, и к киргизской диаспоре в России. Пожалуйста, что бы вы хотели сказать, что сейчас в первую очередь приходит вам на ум, пожалуйста. А я всегда говорю одно и то же, независимо от каких-то там периодов или сезонов там природных. Я одно и то же говорю. Надо быть человеком. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, то сначала сам себя должен уважать. Оно должно быть соответственно. Как Добролюбов писал. Как можно писать такие слова 25 лет? Человек должен быть человеком, чтобы человек относился к человеку, как человек к человеку. Он писал это 25 лет. Как можно было понимать, чтобы смысл, сущность человека в чем заключается? А сегодняшние, к сожалению, не то что 25-летние, многие 40, 50, 60-летние, считающие себя государственными деятелями, они никак не могут разгадать смысл этих слов. Поэтому
лучше не закончишь. Надо быть человеком. Как Айтматов говорил, быть человеком самое тяжелая ноша для человека. А оставаться каждый день человеком еще тяжелее. Ну, или как у Тарковского в «Солярисе», человеку нужен человек, прежде всего. Абсолютно. Человек должен искать человека. Да. Да. Мы от лица и журналистского сообщества России, и от лица наших коллег, от имени оргкомитета «Голос Евразии 21 век» от всей души желаем вам побед на политическом поприще, на вашем созидательном поприще, успехов и продвижения вашей партии в Киргизии. От души желаем стабилизации вообще политической ситуации в Киргизии, баланса всех политических сил, чтобы выборы в январе прошли на совершенно должном уровне, легитимном и, так сказать, при участии всего народа Киргизии. И всегда рады видеть вас у себя в гостях здесь, в Москве, в России. Почему? Потому что очень приятно общаться с политиком вашего опыта, вашего веса, который не только, это чувствуется потому, как и что вы говорите, не только разбирается в хозяйственных вопросах, в вопросах управления, но при этом еще с таким потрясающим академическим и аристократическим образованием. Спасибо большое. Большое Удачи вам вам. спасибо. Спасибо. Говорит и показывает Москва.